На Беларусі каталіцкі касцёл ёсць. 2 мільёны кажуць, што каталікоў. За малітвы на ранішнія яны гавораць па-польску. Палякі лічаць іх палякамі. Таму у Беларусі, напрыклад, ёсць 6 епіскопаў нешта. Яны ўсе палякі. І не гледзячы на тое, што тых 2 мільёны каталікоў ні аднаго епіскопа няма. І ўсё маўчыць. Цяпер я знаю выпадак, аб якім я хачу, цяпер пішу і вам раскажу. Это прэзідэнт Абрамчык, прэзідэнт Рады БНР, добился до аудиенции папы Иоанна 23. И вось просить его, каб ён вызначыў нейкага святароў беларускіх на эміграцыі епископом, потому что довольно много католиков белорусов на эмиграции, и пожиданно, как они имели епископа, принимали участие нормально у разных съездах и так далее. Иоанн 23 ему отказал, что, на жаль, я вам не могу высветить епископа Римо-католического. Не могу. Это не в моей силе. Я могу вам высветить только в сходнем обряде епископа. Вот поговорите. А он такой жартовливый человек был. Иоанн 23 каже, что вам там эти белые, среди белых был белый, еще один белорус, и говорит, никто не знал бы. А вы, я вам высвечу в сходнем образе, и он был в фиолетовой мантии, все будут бачить. Но Абрамчик пришел до громадских организаций старшинов и каже, ви ж така ситуація, ну кажуть, нехай висвячає. І висвятили Рома-католика Чеслава Щиповича усходним обрадом єпископа. Вот такий порядок. Так що об тим, що у нас сьогодні 6 єпископів, і вони всі поляки, некоторые навіть там у нас на Беларуси уродженные, так что они совсем не поляки. Але положение такое, что костел католицкий, это значит Рим, уважая, что для белорусов Римо-католицкий епископ не потребный. Они мають пляны на акции миссийной в Москве, в Азии и так далее, далеком на Восходе. И роль Беларуси в этом, это такого скоку на Восход. Ну вот